Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. И сегодня в моем очередном видеообзоре хочу с вами поговорить о карбоновом материале и специальном пластике. Очень часто задают вопросы, в чем же разница между карбоном и специальным пластиком. И вкратце я сегодня попытаюсь вам рассказать, что же за специальный пластик и что же за карбон. То есть конкретно вот вам показать, рассказать вкратце о каждой расческе по отдельности. Начнем, пожалуй, со специального пластика. Значит, что это за специальный пластик? Рассказываю. Это пластик, который используется в аэрокосмической отрасли. Поэтому данный пластик выдерживает такие колоссальные нагрузки. Конкретно он выдерживает высокую температуру. И также этот пластик у нас вот так великолепно гнется. То есть вы всегда можете использовать с нагревательными приборами все цветные расчески. И чтобы у вас не было путаницы, значит, все цветные расчески это у нас красные, розовые, зеленые, фиолетовые, там, оранжевые, желтые, прозрачные. То есть все расчески, которые цветные за исключением черного, они все у нас выдерживают температуру 220 градусов. И поэтому вы можете их использовать с нагревательными приборами. Значит, что касаемо карбона, обратите внимание, коллеги, карбон, он немножечко такой у нас другой материал, он действительно обладает такой, знаете, шершавой поверхностью. Значит, карбон у нас выдерживает температуру только 150 градусов. Вы, конечно, можете его использовать с нагревательными приборами, но только до 150 градусов. Значит, карбон у нас, как вы знаете, выдерживает температуру 150 градусов, и при этом карбон у нас достаточно прочный материал. Видите, я его даже не могу никак погнуть. То есть это достаточно прочный материал. Если вам нужны более прочные расчески, если вам не нужно, чтобы ваша расческа гнулась, то всегда выбирайте именно карбоновые расчески. Вот эта расческа под номером 337, они также бывают и в 332 расческах, в 339, в 338 и в 331. То есть, в принципе, достаточно большой выбор, где вы можете найти карбоновые расчески. Сказать, что карбон как-то плохо, а вот специальный пластик это прям вот самое то, к сожалению, я не могу, коллеги. Почему? Потому что карбон по-своему хороший. Поэтому, когда я, например, работаю карбоновой расческой, вот этой, в частности, 337, я, например, особой такой разницы колоссальной не чувствую. Да, не скрою, что есть небольшая разница. Карбон не так вычесывает волосы, как специальный пластик. Там есть небольшие такие, знаете, отклонения, ощущения вы будете чувствовать, когда расчесываете карбоном и расчесываете специальным пластиком. То есть этот, он немножечко, знаете, как вам сказать, скользит волосы по поверхности каждого зубца, а здесь вы будете прям вот чувствовать, что как будто бы что-то там цепляется. Но это будет буквально такое первые, я не знаю, там 5-10 стрижек, может быть, у вас будет такое ощущение, что что-то не так. Что же за этот карбон такой? И многие вот парикмахеры, вот когда я с ними общаюсь, они всегда удивляются. Вот я не могу привыкнуть к карбону, вот мне что-то не нравится. Бывает такое, что не все коллеги понимают карбоновый материал, карбоновые расчески, поэтому если же вы понимаете, что вам он как-то не подходит, то, конечно, переходите на специальный пластик. Есть коллеги, которые наоборот, вот любят они работать карбоновыми расческами. И вот этот лагерь карбоновых расчесок и не карбоновых расчесок, он всегда, знаете, так конфликтует. То есть вот карбоновые расчески лучше, они прочие, то есть они более качественнее. Коллеги, на самом деле все качественно. Не нужно забывать, что данные расчески это у нас расчески, которые сделаны самим создателем Янсу Парком. Он действительно каждую расческу разрабатывал индивидуально, сам о каждой расческе думал, поэтому не думайте такого, что вот эта расческа хороша, это у нас плохо. Они все хорошие. Главное, я всегда говорю, что следите за своими расческами, обрабатывайте их правильно. Конкретно нужно обрабатывать только спреем I Love Pure Life. Это единственный спрей, запатентованный компанией Гинко для дезинфекции всей продукции Y-Spark Professional. Это щетки, расчески, брашинги. Здесь у нас есть специальное микрораспыление, которое, кстати, позволяет экономично распределять
состав, который находится у нас вот в такой 100-миллиметровой бутылочке. То есть достаточно экономичное распределение. Нанесли пару нажатий с обоих сторон, оставили на 5-10 минут, расческа высохла, и вы можете приступать к работе. Я всегда рекомендую использовать только вот этот спрей. Все остальные спреи, к сожалению, коллеги, не подходят для дезинфекции и обработки расчесок. Поэтому, если вы будете соблюдать все нормы и использовать вот этот спрей, ваши расчески, как карбоновые, так и специального пластика, они у вас прослужат очень долго. Я, например, вы не поверите, вот этой расческой уже работаю с 2007 года. И посмотрите, она у меня до сих пор жива. Я, конечно, порой иногда удивляюсь, как у коллег там ломаются зубья. Вот, честно говоря, я вот не знаю, за все время у меня ни одна расческа Wise Park Professional не сломалась. Коллеги, если же у вас остались ко мне какие-то вопросы, пишите свои умные комментарии под этим видео. Также добавляйтесь ко мне ВКонтакте, я всегда буду рад ответить на все ваши вопросы. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления о новых видео. И также не забудьте мне поставить лайк или дизлайк, если это видео вам понравилось. Коллеги, с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек, всем пока!